Здравствуйте, уважаемые слушатели, подписчики! Сегодня мы продолжаем наше занятие по изучению курманджи. Тема сегодняшнего урока – вопросы и ответы при встрече. На прошлом занятии мы с вами изучили, что когда мы видим друг друга, мы приветствуем утром с помощью фразы «беяни баш», днем «рож баш», вечером «эвар баш» и ночью «шеф баш». Если у нас нет привязки к какому-то определенному времени, тогда мы говорим «дембаш». «Дембаш» – это значит «здравствуйте». Сегодня мы продолжим наше общение. И первый вопрос, который возникает после встречи, это вопрос «как ты?», «как дела?». Курды говорят «тучауани». Сейчас вы на экране видите, как пишется предложение «тучауани». Снизу дана транскрипция, как произносится каждая из букв. «Тучауани». Обращаем ваше внимание, что звук «ч» здесь взрывной. Какой ответ можно дать на вопрос «тучауани»? «Аз башим». «Я хорошо». Или же «я в порядке». Можно ответить и по-другому. «Аз паком» или «аз рандом». Все эти ответы правильные, но в литературном языке чаще используется именно «аз башим». Встречный вопрос «лето чауай». Обратите внимание, как строится встречный вопрос. «Лето чауани». А ты как? И ответ «аз жибашим». «Аз жибашим». То есть я тоже хорошо. То есть у меня тоже все в порядке. Если у собеседника плохое настроение, то он может об этом изложить. Тогда его ответ будет немножко другим. «Аз не башим». Когда на курманджи говорят «аз не башим», здесь они подразумевают, что им действительно плохо. Потому что в разговорной речи вы редко услышите такой ответ «аз не башим». Чаще говорят «аз башим». Даже если человек чувствует себя плохо, он говорит «аз башим». Если разговор идет между двумя друзьями, близкими людьми, подругами, то, соответственно, может быть ответ «аз не башим». Здесь собеседник имеет в виду, что он хочет продолжить разговор, и вопрошающий может продолжить спрашивать, что произошло, что случилось, чебуя, или же то чмане баши, почему тебе плохо. Мы не будем продолжать разговор относительно того, почему человек чувствует себя плохо, это было бы слишком тяжело для первых занятий, но имейте в виду, что если человеку плохо и он хочет продолжить разговор, он говорит «аз не башим». Человек может выразить свое настроение несколькими способами. Давайте посмотрим, какие используются в курманджи. Если вам очень хорошо, то вы говорите «аз пар башим» или же «аз гелеки башим». Более низшая степень, скажем так, радости «аз башим». «Аз башим». Если вы чувствуете себя неважно, вы говорите «не храба». «Не храба». Следующее «аз не башим». Мне плохо. «Аз не башим». «Аз пар не башим». Мне очень плохо. «Аз пар не башим». Или «аз гелеки не башим». Мне очень плохо. Следующий вопрос. «Навите чие?» Как тебя зовут? «Навите чие?» И, соответственно, ответ «Навимен Ферхате». Меня зовут Фархат. «Навимен Азаде». Меня зовут Азат. «Навимен Аштие». Меня зовут Ашти. «Навимен Вияне». Меня зовут Виян. Встречный вопрос будет звучать «Ленавитечье». «Ленавитечье». Этот вопрос используется тогда, когда собеседники равны. Если это друзья, подруги, знакомые или просто чужие друг другу люди, но имеющие примерно одинаковый возраст. Если же речь идет об
официальном разговоре, то вместо «те» используется другое местоимение. Навиве чие. Навиве чие. И, соответственно, ответ «навимен ферхате». «Навимен аштие». В случае, если собеседники говорят на официальном языке, то, спрашивая о друг друге, говорят не «тучауани», а «хунчауанан». «Хунчауанан». Выражение «хунчауанан» используют также, когда мы обращаемся к взрослому человеку. «Хунчауанан». Очень часто в разговорной речи среди курдов можно увидеть, что чаще, даже когда имеется большая разница в возрасте, используется выражение «тучауани». Но правильно будет говорить «хунчауанан». Следующий вопрос. «Тучан сали» – сколько тебе лет? «Хунчан салина» – сколько вам лет? И ответ. «Эс биступенч салиме». «Эс чел салиме». Встречный вопрос. «Лету чан сали» – «Лехун чан салина». Ответ. «Эс дех салиме». «Эс пенджи салиме».